ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 17:10. Конференц-зал местного отделения партии «Единая Россия». Заседание дискуссионного клуба. Сегодня здесь собрались партийцы, представители Народно-освободительного движения, активисты молодой гвардии, депутаты и общественники. Собрались для того, чтобы обсудить проблемы государственной политики и управления. Одним из направлений, в котором необходимо активизировать работу, организаторы дискуссии видят проблему создания некой общей для государственной идеологии. Есть ли у нас государственная идеология? Да? Ее нет. А почему ее нет? А потому что у нас в Конституции записано, что ее быть не должно. А так ли это? И возможно ли вообще существование государства без идеологии? Ведь не так. Идеология всегда будет. Называемая или обозначаемая или нет, она будет. Другое дело, что на этой поле, когда идеологии нет, очень хорошо спекулировать. И каждый может говорить, вот вы считаете неправильно, а мы правильно. Начинается дискуссия. Вот и, в принципе, дискуссионный клуб и призван выявить, а чего хотят жители, по какой идеологии жить. Как было объявлено в начале встречи, участники дискуссионного клуба собрались не для того, чтобы хвалить друг друга, а напротив критиковать. Единую Россию как главную политическую силу, несмотря на последние успехи с присоединением Крыма, упрекают в провалах в сфере нравственно-патриотического воспитания молодежи, инертности функционеров в регионах и прочих административных неувязках. Однако не забывая отметить, что критике не подвергается только тот, кто ничего не делает. Все мы люди, все мы можем ошибаться, и нормальная, здоровая, конструктивная критика, она только приветствуется. Как руководитель местного отделения партии, я, конечно же, заинтересован в том, чтобы вести какой-то диалог с горожанами, понимать, что происходит, ну и, конечно же, выслушать какие-то предложения от жителей, коллег. В результате почти двухчасовой беседы участники дискуссионного клуба пришли к мнению, что в первую очередь необходимо решать кадровые проблемы, то есть проводить обучение актива, в том числе молодежного, а также активнее работать в плане реализации локальных партийных проектов, которые будут решать конкретные задачи по разрешению реальных городских проблем.